Племя на берегу большой и холодной реки. Энисай называлась та река. Что значит мать? Вот видишь, люди в древности называли родину матерью. Разные племена стояли тогда на Энисае, и не было мира между ними. Один кровавый набег сменялся другим. Убить человека стало доблестью, а жить награбленным считалось почетнее, чем своим трудом. Человека нелегко родить и долго растить, а убить скорее скорого. Не успел весь кумыс вытечь из бурдюка, как целое племя перестало существовать. Убиты были все, от мала до велика, чтобы некому было помнить о совершенном злодеянии, чтобы некому было мстить, чтобы время занесло песком следы прошлого. Было, не было. Спросила удивленно колдунья. Белая олениха. Мать матери. Зачем ты спасла дитя человеческое? Пусть бы оно покинуло наш постылый мир в младенчестве с чистой душой, не запятнанной злыми умыслами и делами. Прости меня, мудрая женщина, ответила олениха, но я не могу поступить иначе, ведь я мать. Слышишь, как он плачет, надрывается? Ты хорошо подумала, ведь он сын людской, вырастет, станет убивать твоих оленят. Нет, не будет этого. Он вырастет моим сыном. Разве можно убивать своих братьев и сестер? Ох, не скажи, мать олениха. Ты не знаешь людей. Хотя поступай, как знаешь. Может, ты и права. Нет.
не будет мой сын способен на дурное. Я верю в благородную силу своего молока и в свою любовь, любовь матери. Да, сказала мать Олениха колдунья эти слова, рогами подняла колыбель и побежала по горам, по долам, подальше от этого места. Ей хотелось поскорее очутиться в краю, где раскинулось теплое голубое озеро, где густые леса прячутся за облаками, где нет злых людей. Этот край назывался Иссык-Куль. Прошло время, вырос мальчик, стал юношей. И тогда рогатая мать Олениха женила его на одной из своих дочерей. А когда у них первенец родился, мать Олениха принесла им на своих рогах колыбель с колокольчиком на дужке, и стал умножаться их род.